Все 3 раунда проигрывал, короче. Самое быстрое за 12 секунд. НФЛ у нас лига, кстати, открылась недавно в Ингушетии. Мы побывали у тебя на тренировке. От разминки до заминки. Столько людей здесь. Бойцам очень важно для развития, финансового развития, наличие спонсоров. Да. Шейх Мансур, насколько перспективный боец? Я мечтал стать полицейским. Руки боксера, да, это холодное оружие. Нас ждет яркая карьера. Приветствую вас, дорогие друзья, это Вейкаст. Сегодня у меня в гостях восходящая звезда спорта, чемпион Европы по грэпплингу, чемпион Евразии по панкратиону, более 200 любительских боев за спиной, а также мастер спорта по кудо Шейх Мансур Евлоев. Всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Шейх Мансур Евлоев! Шейх Мансур Евлоев завоевал золотую медаль на Евразия Панкратион Open Cup 2024 в Москве, выиграв все поединки досрочно. Победу одерживает Шейх Мансур Евлоев. Это только начало, мы идем дальше. Давай начнем, как обычно. Расскажи тезисно, где родился, рос, как начал заниматься спортом, где учился. Родился я в Казахстане, город Атбасар. Там 3 года прожил, потом поехали в Ингушетию, там тоже 2 года жили. Потом обратно в Казахстан. И с 5 класса обратно я в Ингушетии учился. Вот. Спортом я начал заниматься еще с 6 лет. Отец меня на греко-римскую борьбу отдал. Там я, по-моему, 2-3 года ходил. Потом, как переехали в Ингушетию, я пошел на секцию карате и грэпплинга под руководством Исмаила Расумова и Леза Хашигульгова. Вот. Так, в Москве я 2 года назад начал заниматься, выступать и показывать такие неплохие результаты. Кстати, вот мы побывали у тебя на тренировке. Мы находимся в Академии единоборства кроссфита Evolve Gym. Именно здесь проходят тренировки у нашего спортсмена Шейх Мансура Евлоева, и мы с вами это сегодня можем наблюдать. Начали, работаем, пошли! Слушай, а ты продолжаешь получать удовольствие от тренировок? Или вот оно уже тебе превратилось в рутину постоянную? Или все-таки... Конечно, от тренировок, так сказать, радует тренировка. Ты каждый день что-то новое узнаешь, каждый день ты форму набираешь, готовишься к соревнованиям, там в бою все показываешь. Ты получаешь удовольствие от всего процесса? Да, конечно, да? конечно. От разминки до заминки. Вот так. Расскажи про самый трудный бой из твоего опыта, который ты проводил. Самый трудный бой. Много таких боев, но запомнился, да? Один был самый трудный, который все 3 раунда проигрывал, короче. Ничего не мог к этому сопернику сделать. И в итоге в конце 3-го раунда задушил его. Походу, я тоже
как в этом бою я там никогда так не радовался после победы. Очень трудный бой был, но силами собрался, выиграл. А по времени самый быстрый у тебя за сколько была победа? Самая быстрая за 12 секунд. Что ты с ним сделал? Удушающим задушил его тоже. Он в борьбу полез или... Да, он в борьбу полез сразу. Я его поймал на ошибке и задушил. А почему ты выбрал именно вот этот Evolve Gym? Почему ты здесь занимаешься? Ну, во-первых, я не только в Evolve Gym занимаюсь, я и в Evolve Gym, и в Universal Fighters занимаюсь в зале. И там очень хорошие тренера, очень хорошие спарринг-партнеры. Как вы видите, столько людей здесь. Есть с кем поспарринговать, и опыта набраться можно. Я могу чем-то поделиться, они со мной могут поделиться опытом, навыками. Вот. Помнишь ли ты первого своего тренера? Да, первого тренера помню, конечно. Исмаил Расумов его зовут. Тренер по карате стилевому. Очень хороший мужчина. Очень много вложил в меня. Все, что я умею, все основы он научил меня. Интересная тема про спонсорство. Вообще, это, если я правильно понимаю, бойцам очень важно для развития, в части финансового развития, наличие спонсоров. Как проходит их поиск? Они сами выходят или сам боец их ищет? Ну, смотри, спонсоры тоже очень важны для спортсмена. Например, там спортсмен тренируется, да, ему надо и квартиру, и еду, и там питание, там проживание, витамины. Вот. Спонсор может помочь в том плане, что он может купить эти все добавки, там, еду, не еду, там, деньги дать там, на проживание. И спортсмену будет намного легче тренироваться. Он не будет думать, как там заработать завтра деньги. Он будет только на тренировках выкладываться, только о тренировках, о боях думать. Вот, поэтому спонсоры тоже очень важны. Также менеджер тоже важен. Менеджер, он тебе делает бои, тебе тоже не надо искать, там, писать всем подряд или говорить, вот тут дайте мне подраться. Менеджер показывает там, твою анкету, твои бои, там, тут, в разные лиги, с кем знаком. И эти лиги дают тебе бои. Если ты хороший, зрелищный боец, то тебе легче, конечно, найти там, спонсоров, менеджера и эти бои. Спонсоры, запомните меня. Да, спонсоры, запомните, свяжитесь с Шейх Мансуром обязательно. Привязано, короче. Реквизиты вот тут. Да. И, конечно, спонсоры очень важную роль играют в спорте. Так что, может, кто-нибудь меня увидит, я не знаю. Мы с тобой уже говорили, в моменты, когда ты уже в плохом настроении, в отчаянии. Как ты себя подбадриваешь в эти моменты? Чем ты мотивируешь себя? Что тебя держит? Мотивации так нету, таковой точнее. Да. Вот. Просто есть дисциплина. Я знаю, что это мне надо. Вот. Если, дисциплина бьет класс. Если человек дисциплинированный, у него хоть настроение хорошее, плохое, хоть он болеет, хоть он радостный, он идет на тренировку, тренируется и регулярно, постоянно. Вот в чем успех, в принципе, спортсмена. У тебя сейчас тренер Арслан Еслемесов. Да. Как тебе у него? Тоже хороший тренер Арслан. Я и у него тренируюсь, и в зале Universal Fighters тренируюсь. У Шамиля Абдулаева тренировался, сейчас его пока нету. Ильяс Магомедов тоже тренирует, хорошие спортсмены. Вот. И те тренеры очень... у них, у каждого своя... Подход какой-то. Да, свой подход там, к тренировкам. Там, например, у кого-то больше может быть акцент на борьбу, у кого-то на стойку, у кого-то там кроссфит, не кроссфит, типа этого. Но тренера и те очень хорошие. Арслан, Да. Шейх Мансур, его потенциал. Как вы его оценили? Насколько перспективный боец? Перехваливать тоже не хочется, да, Я думаю, что если люди следят, да, там все равно понимание имеют, что молодой парень, очень перспективный. Все в его руках, мы тоже, соответственно, чем можем, помогаем. Если все сложится хорошо, то нас ждет яркая карьера.
Знаешь, я даже где-то у Хабиба слышал где-то в интервью, там бытует такое мнение, что хорошие вот эти бойцы выходят из бедных стран, из бедных семей. Там это ты из обеспеченной семьи сам? Ну, я бы не сказал, что из бедной семьи. Ну, среднестатистическая ингушская семья. Но, как Хабиб говорит, да, типа, если из бедных стран, там, из бедных семей, у них есть мотивация чего-то достичь. Они видят, что у них ничего нет, и у них голод до побед. Они пока своей цели не достигнут, они не остановятся. Вот тот же Чарльз Оливейра, знаешь, такого бойца, чемпионом был. Вот он из очень бедной семьи, и много-много случаев. Сам же Хабиб. Да. У него же не были таких родителей богатых. Да. Слушай, а есть что-то уже, вот ты прошел определенный путь, что-то, с чем ты уже сталкивался, от чего бы ты хотел бы предостеречь начинающих бойцов? То есть какие-то ошибки, может быть, что-то такое? Ну, что хотел бы сказать? Вот, например, по поводу боев, да, когда начинающие бойцы готовятся на бои, я очень много замечал, новички, они на обычные такие простые соревнования, они гоняют вес. Гоняют и 4, и 5 килограмм, я это замечал. Это очень плохо. В любом случае весогонка это отражается на сердце, на организме, на сердце, на всем. И на такие простые соревнования всегда держитесь на свой вес. Вот, вот это мой совет. А если уже прям такой значимый турнир для спортсмена, то, конечно, тогда уже можно гонять. Ты мне рассказывал на предварительной нашей встрече, что ребятам молодым не стоит рваться в профбои. Да. Почему? Потому что, вот смотри, по любителям, если там молодой парень, там 18 лет, да, он видит там, он всех своих ровесников выигрывает, и он, например, пошел в профбой. Он может там 1, 2, 3 боя выиграть. Но за счет этой конкуренции, как тебе сказать, он может потом там 4-й бой проиграть, 5-й проиграть, и у него угаснет этот огонь. Потому что он недостаточно был опытным или готовым. И поэтому мы видим у некоторых бойцов там отрицательные рекорды, там 6, 10, там рекорды такие тоже есть. Поэтому если... То есть одна из причин, по которой вот такие рекорды бывают, это рано полезли. Да. И... предложили там какой-нибудь денежный бой, но с сильным соперником, там проиграли, они начинают опускать руки, и все, некоторые уходить со спорта, завершают уже карьеру, которая даже не началась толком. Вот. Молодым ребятам я бы рекомендовал больше драться по Союзу ММА, это организация такая в смешанных единоборствах. Там очень конкурентные бойцы, и за счет того, что ты дерешься с ним, ты получаешь опыт. Ты можешь там 2-3 года подраться по Союзу, и у тебя уровень будет, например, как у бойца там 7-0, 6-0. Вот. Союз — это уровень. А туда трудно попасть? Не трудно. Просто там организовывают. Это такие же любительские бои. Это любительство, то есть это не лига, да, какая-то? Ага. Арслан, наверное, вы подтвердите тот факт, что чуть ли не самым важным человеком в этой карьере для спортсмена является тренер. Вот как себе найти тренера, по каким критериям это можно понять? Как себе подобрать? Вообще? Это так принято говорить, да, но ММА такой вид спорта, что очень много дисциплин, борьба, ударка. В любом случае должен быть такой человек, который будет помогать во всем, да. Но в первую очередь, наверное, в этом спорте чаще всего, что от человека внутренне, вот что исходит энергетика. То есть, если он реально хочет добиться, да, то есть будет к этому идти, сам будет себе в каком-то роде учителем, да. То есть тогда и человек найдется, который будет его вести. Если у человека как такового желания не будет, здесь тяжело человека заставить, потому что это в основном чаще всего взрослые ребята ММА занимаются. Это не 15, не 14 лет, как в олимпийских видах спорта. Здесь уже взрослые ребята, которые понимают, чего хотят. Если человек чего-то хочет определенно, то и рядом будет человек, который ему в этом поможет. Но его схватить за шкирку и вывести на самый высокий
места тяжело будет, если он этого сам не хочет. Это очень важно. Поэтому, ну, в случае, да, вот, шейха, то есть, я думаю, все будет хорошо. У него желания очень много, Да. поэтому мы... А мы рядом всегда поможем. Да. В каких организациях ты успел выступить, в каких-то лигах? Там? Или хотел бы, кстати, может быть, Ну, выступить в я какой-то... больше по любителям, да, сейчас дерусь. По любителям дерусь и чуть попозже хочу в профи дебютировать. Набраться опыта, вот, и дебютировать по профи. А так хотелось бы, ну, для начала в ACA, Young Eagles, там, НФЛ у нас лига, кстати, открылась недавно в Ингушетии. Тоже хорошие турниры, много людей собирают стадионы. Есть еще поп-ММА, которые лиги... Поп-ММА тоже есть. Ну, сейчас все меньше и меньше их становится. Поп-ММА убирают. Там даже кто раньше был поп-ММА лигой, тоже наше дело, хардкор. Они более профессиональное русло двигаются. И там хорошие спортсмены дерутся, и бывшие бойцы UFC. А вообще есть такое, что вот у поп-ММА такой, так скажем, имеет какой-то слегка негативный характер? Или это для бойца не важно? Поп-ММА, да, конечно, негативный характер. Это не сами бои, а до боев, те же конференции, стычки на улице, драки после боев. Вот. Это очень плохо влияет на людей, которых, ну, которые смотрят это все. Там маленький ребенок посмотрит, там 10-15 лет, и он будет думать, а вот они же так делают, я тоже буду. Пойдет там подерется с кем-то. Но это неправильно. А вот эти вот бои, которые в поп-ММА проходят, они не считаются как профессиональные, тоже любительские? Или Ну, по-разному. Сейчас уже считается в некоторых считается? лигах. Да, в хардкоре считается, в нашем деле считается. Мгм, Вот. мгм. Профессиональными считаются уже. Есть ли верхний предел по возрасту, когда уже поздно входить в смешанное единоборство? Если брать олимпийские виды спорта, там он очень, да, такой Да, низкий. да. В этом спорте примеры там того же Марата Балаева, там Венера Галиева, там того же Перейры, который поздно начал. Да, мне кажется, предела вообще нет. Ну, типа, там старость совсем, да, уже лезть некуда. А если там до 30 лет, самый разгар. У нас на прошлом выпуске у нас в гостях был врач, и мы говорили про антропометрию. Вот насколько она важна вот тут, вот в этом спорте? Нужно ли сильно акцентировать? Допустим, вот тоже взять шейха. Вот у него хорошая антропометрия считается для низшемесячных единоборств. Тоже сложно сказать. Все зависит от стилей. Если взять того же Дэниела Кормье, какая антропометрия, или Джон Джонс, оба великие чемпионы. Но у одного одна антропометрия, у другого другая. Там Хабиб Нурмагомедов, там сбитый, и тот же там Ислам Махачев, который его выше. То есть разные все равно они по антропометрии, но оба чемпионы. Поэтому, наверное, сложно сказать. Просто здесь важно, как ты свои лучшие именно качества подработаешь под свою антропометрию, да, то есть как будешь пользоваться своей антропометрией. Если ты низкий, то сокращай дистанцию, если ты высокий, держи ее наоборот. У тебя есть, так скажем, план «Б» на случай, если со спортом не пойдет? Ну, Или ты не рассматриваешь? не, я, конечно, рассматриваю тоже. Типа, если ты просто по спорту идешь, ты в любой момент можешь получить такую серьезную травму, и все может оборваться. Поэтому помимо спорта, учеба, также я учусь. Ну, на нее акцент больше бы делал. А на кого ты учишься? Специальность? Юрист. Юрист? Да. Ты думал, какое тебе как бойцу могут дать прозвище? Или у тебя уже есть? У меня прозвища нету. Ну, не знаю, я в боях много душу на гильотину кидаю. Мгм. Не знаю, кто-то говорит, о да, в питон, там вот такие прозвища. Ну, у меня прозвища нету, я сам шейх Мансур Евлоев. Интересно, важно ли вообще наличие каких-то либо связей? Допустим, у тебя там есть кто-то, кто вот в этой теме ну, имеет вес, то есть авторитет. И наличие такого человека тебе поможет или это вообще не влияет? Ну, наличие связей тоже влияет, конечно. Например, там, если он знает там организаторов лиги, он может просто сказать, типа, есть такой-то, такой-то боец у меня, там, поставьте ему бой, сделайте. Это тоже, это, ну, на пользу приходит тебе. Но если там нету, например, связей, там,
это тоже не особо страшно, конечно. Ты просто будешь сильнее тренироваться, там, у тебя также будет голод до боев. Ты, чтобы достичь эту цель, будешь все больше и больше тренироваться, выступать, и в конце концов ты достигнешь этой цели. А у тебя какая весовая категория? Ну, в данный момент я 77 вешу, но я дерусь и на 70, и на 66. Вот, я гоняю. Гоняешь, да? Да. Но на такие простые я никогда не гоняю. Всегда на свой вес дерусь или на категорию выше. А как проходит вообще? Есть вот у тебя назначен бой? У тебя не меняется ничего, как обычно? Или все-таки какая-то конкретная тренировка начинается в этот Ну момент? смотря какой бой. У меня разные бои есть. Есть обычные там любительские бои. Есть там более серьезные бои с гонорарами. Там типа каждый соперник, под каждого соперника индивидуально готовишься. Вот. И, например, если соперник борец, ты там смотришь, как он работает. Ну, именно под него подготавливаешься. Если ударник, то же самое. Всё. А ты сам больше как себя, в какой категории себя относишь? Больше ты в стойке, ударник, панчер или как говорят? Либо боец? Я бы не сказал, что я там и там. Я, скорее всего, может, универсал, не знаю. Я и могу и в стойке подраться, но и побороться люблю тоже. Если там меня переводят, могу задушить. Вот. Ну, такими должен быть, наверное, боец, Ну да, боец конечно, смешанных если- единоборств. Аслан, есть ли какая-то философия, либо главная какая-то идея, которую вы закладываете в своих ребят? Либо это не принципиальный момент? Просто я почему говорю? Вот на подобных тренировках вроде происходит тренировка физическая. Да, Вот, да. А как происходит закалка духа, вот эта тренировка? Или это само по себе происходит? Ну, закалка духа, это дело времени. То есть, если ты человеку определенные слова скажешь, и он их услышит, это никак на него не повлияет. То есть, если он что-то будет делать очень долго и что-то будет слышать, и в него можно вкладывать, это работа времени. Когда человек занимается цикличность, вот это постоянство, когда человек что-то одно делает, он становится дисциплинированным, в нем развивается дух, терпение, там, вера там, в себя, там, да, там, в свою команду. Там, в общем, помимо того, что понятно, что он бывает насущного, да, как бы тот момент бесспорно, только со временем это происходит. То есть и уже как определенная тоже, как вы сказали, философия, она появляется в любом случае. Она есть. Просто там, когда ее там человеку один раз ее сказать, никто не поймет. Да, Два раза согласен. тоже. А там со 100-го Она созревает раза, внутри с самого 1000-го раза она уже появляется. Вопрос такой немного офф-топ. Я вот замечал, периодически на просторах интернета появляется такой, как сказать, в законодательном поле появляется законопроект о том, чтобы приравнять руки бойца-боксера к холодному оружию. Что ты думаешь по этому поводу? Это адекватная идея или все-таки лишнее для спортсмена? Ну, не знаю даже как, но в любом случае руки боксера, да, это холодное оружие, потому что он их всю жизнь тренирует. Точно, Он можно сказать, да. может один раз хорошо попасть и критически может да. закончиться эта ситуация. Поэтому не знаю. Так, неоднозначный ответ. Ты думал о том, что вот какая у тебя цель, там, вот, допустим, через год, там, 5 и 10 лет, там, вот я вот через год должен быть тут, через 5 тут, через 10 тут. Ну, цель есть, конечно, такая. Ну, например, через год я планирую дебютировать в профы. Через 5 лет набить хороший рекорд в такой небольшой организации, стать чемпионом. И если все получится, полететь за океан. А какие вы перед ним ставите цели на ближайший год-два? Вот где он должен быть через Ну, так сложно сказать. В нашем спорте, да, все бывает спонтанно может все раздуться так быстро, что раз, и высокие какие-то титулы ждут, но в итоге потом это все чем может быстро закончиться, как и начавшись. Или же долго, постепенно, такими семимильными шагами, трудом. Но я думаю, наверное, второй вариант в его случае. Потому что, да, то есть постепенно, поэтому такого нет. Выступать, набираться опыта и по самым высоким целям стремиться. Давай, быстрее! 5 секунд, быстрее! Концовку дорабатываем!
Кем ты мечтал стать в детстве? Ты помнишь? Да, в детстве я мечтал стать полицейским. Почему? Ну, не знаю, просто думал, хотел. Но я им стал, когда в Волгоград поступил. Ага. И финальное, по традиции, что для тебя значит быть ингушом? Ну, в первую очередь, это соблюдать свой язык, сохранять обычаи, адаты, сделал, прославлять свою республику на разных аренах, от любителей до международной арене. Там, не задевать других и не делать так, чтобы задевали тебя. Я тебе очень благодарен за то, что пришел. Спасибо, что уделил время. Башкал, я рясхал, да, это бахкал. Да, Давай, ассаламу алейкум. Алейкум.